Это программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Ранее было объявлено, что массовая вакцинация в Северо-Восточном федеральном университете начнется с 1 февраля. Как она будет проходить, об этом мы поговорим сегодня с ректором Северо-Восточного федерального университета Анатолием Николаевым. Анатолий Николаевич, я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте, Иван. 1 февраля наступило. Расскажите, приступил ли вуз к вакцинации, как она будет проводиться в вашем университете? Да, мы начали вакцинировать, но, к моему сожалению, еще не в наших лабораториях. Да, но, как я уже говорил, да, вот и в Инстаграм общении, да, и в других моих интервью, мы должны были еще начать в 20 числах января вакцинирование, да, и мы очень хотим в начале марта начать очное обучение для старших курсов медицинского направления. Мы от этого не отстаем. Сейчас уже более 100 студентов уже провакцинировались, да, и сейчас составляются списки для того, чтобы наши студенты прошли вакцинирование на базе нашей поликлиники. Для студентов мы открыли кабинет для вакцинирования, это по адресу на Карандашвили в 66-м корпусе, да, а для сотрудников это клиника СУФУ на улице Кулаковского. В принципе, механизм уже отработан. Мы все-таки это очень серьезное мероприятие, да, просто так взять и захотеть открыть просто так не получается, да, и мы прошли проверку от комиссии Минздрава, да, комиссии надзора, и после этого нам разрешили вот открыть 2 кабинета на базе нашего университета. Чтобы составить список, да, мы все равно список желающих делаем, да, все-таки вакцинирование это дело добровольное, да, и понимая всю серьезность вот этого процесса, наши студенты-медики довольно-таки активно записываются, чтобы получить вакцину, да, сейчас список из почти 700 студентов уже составлен на первое время. Перед тем, как провакцинироваться, часть студентов, у кого не было титров, да, проходит и бесплатно ИФА-анализ, и после этого и они включают в список. И вот мы со дня на день ждем, когда вакцина прибудет в город Якутск, да, и на этой неделе нам выделяют 2000 вакцин, а так на первый квартал наша квота где-то 5000 вакцин для нашего университета выделяется вот Опиштау. Сейчас в России зарегистрировано 2 вакцины, это «Спутник Ви» и «Эпивак Корона». Каким из этих 2 препаратов в вашем университете будет проводиться вакцинация? Сейчас большинство вакцин, которые прибывают в наш регион, это «Спутник Ви», это Гамковид-Вак, да, так называют, это вакцина от Института Гамалея. И вот эта вакцина будет представлена для вакцинации наших сотрудников и наших студентов. Ну вот вы сказали, что уже примерно 700 человек список составлено, но все-таки студентов в университете намного больше. Какой механизм все-таки разработан университетом при составлении списков для вакцинации, ну кроме того, что вот пока только добровольцы записываются? Это я имею в виду список из числа, вот, как я говорил, первый этап это студенты-медики, да, конечно, по другим направлениям тоже списки составляются, да, но пока сроки мы еще не определили. И для того, чтобы все-таки начать с начала марта очное обучение, это все-таки требует времени, да. После первой половины вакцины нужно 21 день, потом получается второй укол, да, вторую дозу получает, да.
совместимые процессы, да. И получается, вот если даже вот человек отказывается, да просто он не будет допущен к нашим объектам, то есть будет проходить обучение в дистанционной форме. Но, конечно, сейчас, исходя из ситуации по регионам, да, может быть такое, что просто Роспотребнадзор скажет, да, все открывается, да, все образовательные учреждения и так далее, мы открываем, все допускаем. И, ну, в этом плане, конечно же, мы допустим наших студентов к обучению. Было озвучено, что российские вузы в скором времени начнут постепенный переход на традиционный очный формат обучения. Как эта процедура будет проходить в Северо-Восточном федеральном университете? И вот кроме того, что вы упомянули, что непровакцированные будут обучаться дистанционно, кроме этого случая, сохранится ли дистанционное обучение для студентов Северо-Восточного университета? Но все равно, даже вот пандемия, если закончится, да, вот часть моментов, вот, технологий и так далее мы в будущем будем использовать, да, и так далее. И, конечно, так называемые, сейчас модно говорить, гибридные формы обучения, да, часть лекционных занятий и так далее. В принципе, многие вузы взяли на вооружение, да, мы от этого тоже не отойдем. Может быть, часть лекций, да, я еще в 2019 году говорил, что часть некоторых занятий мы будем проводить в онлайн-режиме. Это и независимо от коронавируса и так далее. А так, конечно, мы очень ждем наших студентов вот, на занятия именно на наших объектах, на наших аудиториях и так далее. Да, очень соскучились и надеемся, в ближайшее время вот это все случится. В свое время некоторые общежития университета были отданы под обсерваторы. Скажите, как будет происходить процесс возвращения к нормальной жизни, как студенты будут заселяться обратно в свои уютные комнаты? Ну вот два общежития, вот на улице Губина и на Кулаковского, 9.1, 9.2, мы пока обратно не возьмем, да, пока полностью ситуация не прояснится, да, вот с болезнью, с коронавирусом, да, мы должны помогать нашей республике, да, это наша ответственность. А по другим общежитиям уже все, кто приезжает, да, вот поэтапно и так далее, они проходят ИФА-анализ, проходят медосмотр и сразу могут заселяться. Тут проблем нет. Но вот если говорить об университете как об организме, о живом организме, как вы бы оценили ситуацию? Как университет сейчас потихоньку начинает выходить из той ситуации, в которой оказался, ну, естественно, связанной с пандемией коронавируса? Ну, университет, это, вы правильно сказали, это большой организм, да, и, конечно, мы должны полностью синхронно, более-менее связки друг с другом работать в целом, да. Сейчас и не только там по учебной части, но и другие службы, это вот административная часть, да, хозяйственная часть, научная часть, управленческая часть тоже полностью по своим направлениям работает, да, и перед тем, как мы откроем наши аудитории, да, конечно же, дезинфекция вот этих всех моментов, да, безопасность наших объектов и так далее, полностью все будет соблюдаться, да, и надеюсь, что в скором времени введем нормальный, хороший ритм работы. Скажите, а как будет складываться ситуация со студентами, которые заняты сейчас на работах в ковидных отделениях в той или иной степени? Начнут ли они возвращаться потихоньку на работу? Будут ли привлекаться они вновь? И вообще, если не секрет, сколько студентов было охвачено такой работой? Ну, сейчас, ну, в целом, да, если взять с прошлого года, да, 1200, более 1200 студентов привлекались, а сейчас получается где-то 370 студентов в виде младшего медицинского персонала, среднего и в виде врачей работать и в ковидной зоне, да, и вот сопутствующих медицинских организациях. Но это очень большая помощь, и в это время они проходят и обучение, да, и проходят и практические занятия. Так что тут все в связке, да, мы работаем. Да. Так и так, если бы даже не ковид, да, наши студенты-медики все равно проходили практику во всех больницах не только города Якутска, но и во многих республиканских больницах. Анатолий Николаевич, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам доброго, ну и скорейшего возвращения к нормальной жизни. Спасибо большое. Это была программа «Актуальное интервью» на том, как будет проходить вакцинация от коронавирусной инфекции в Северо-Восточном федеральном университете. Мы говорили с ректором Северо-Восточного федерального университета Анатолием Николаевым.
Берегите себя и своих близких, обязательно носите маски и соблюдайте дистанцию в общественных местах. И не забывайте дезинфицировать руки. До встречи в эфире.